В этом уроке мы рассмотрим отрицательные формы глагола в очевидном прошедшем времени. Рассмотрим сначала глаголы первого спряжения, то есть глаголы, которые оканчиваются на «ыны». Например, «кылыны» — слышать. У этого глагола краткая основа «кыл» и долгая основа «кылы». Вот как от него образуются отрицательные формы прошедшего времени. «Мон эй кылы» — я не слышал. «Тон эт кылы» — ты не слышал. «Со эс кылы» — он не слышал. «Ми эм кылы» — мы не слышали. «Ти эт кылы» — вы не слышали. «Сос эс кылы» — они не слышали. Отрицательный глагол меняется следующим образом. В единственном числе в первом лице «эй», во втором лице «эд», в третьем лице «эз». Во множественном числе в первом лице «м», во втором «эд», в третьем «эз». Смысловой глагол изменяется точно так же, как для отрицательных форм будущего времени. В единственном числе к краткой основе прибавляется «и», либо берется долгая основа. Во множественном числе к краткой основе прибавляется «е» или «э». «Э» используется после твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». В остальных случаях используется «е», ортографический «е». Еще раз замечу, что эта форма очень похожа на отрицательную форму глагола в будущем времени, изменяется только отрицательный глагол. Для того, чтобы из отрицательного глагола будущего времени получить отрицательный глагол прошедшего времени, достаточно «у» заменить на «э», то есть «о» с двумя точками, а также в первом лице единственного числа вместо «ук» употребить «эй». То есть в отрицательном глаголе вместо «г» на конце поставить и краткое. Для ясности сравним отрицательные формы глагола прошедшего и будущего времени. На примере того же глагола «кылыны» — «слышать». Итак, «мон эй кылы» — я не слышал. «Мон ук кылы» — я не услышу. «Тон эт кылы» — ты не слышал. «Тон ут кылы» — ты не услышишь. «Со эс кылы» — он не слышал. «Со ус кылы» — он не услышит. «Ми эм кылы» — мы не слышали. «Ми ум кылы» — мы не услышим. «Ти эт кылы» — вы не слышали. «Ты ут кылы» — вы не услышите. «Соос эс кылы» — они не услышали. «Соос ус кылы» — они не услышат. Теперь рассмотрим отрицательные формы прошедшего времени глаголов второго спряжения, то есть глаголов, которые оканчиваются на «аны», «яны». Возьмем в качестве примера глагол «ужаны» — «работать» с основы «ужа». «Мон эй ужа» — я не работал. «Тон эд ужа» — ты не работал. «Со эз ужа» — он не работал. «Ми эм ужале» — мы не работали. «Ти эд ужале» — вы не работали. «Соос эз ужале» — они не работали. Отрицательный глагол здесь такой же, как и для глаголов первого спряжения. Смысловой глагол в единственном числе выступает в форме основы, только ударение падает на первый слог «ужа». Во множественном числе к основе прибавляется суффикс «ле», «ужале», например. Так же, как и для первого спряжения, формы смыслового глагола совпадают с формами смыслового глагола при отрицании глагола в будущем времени. Для ясности сравним отрицательные формы прошедшего и будущего времени для глагола «ужаны» — «работать». «Мон эй ужа» — я не работал. «Мон ук ужа» — я не буду работать. «Тон эд ужа» — ты не работал. «Тон уд ужа» — ты не будешь работать. «Со эз ужа» — он не работал. «Со уз ужа» — он не будет работать. «Ми эм ужале» —
Мы не работали. Ми ужале. Мы не будем работать. Ти ужале. Вы не работали. Ти ужале. Вы не будете работать. Соос ужале. Они не работали. Соос ужале. Они не будут работать. Теперь рассмотрим примеры употребления отрицательных форм прошедшего времени глагола. Мон эй аджи кыжит он тачи пырид. Я не видел, как ты сюда зашел. Ми тиледли люкете. Ти номилемли люкете. Мы вам не мешали, и вы нам не мешайте. Ты моне эдвалале. Вы меня не поняли. Нылпиос бедесарня эс дышецке. Куаш тушке житвал. Дети целую неделю не учились. Погода была очень холодная.